Расширенное собрание с привлечением заместителей министра обороны, начальников управлений, командиров воинских частей, представителей военных учреждений прошло в Министерстве обороны Абхазии. В ходе подведения итогов отметили результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. В течение марта Министерством обороны, Генеральным штабом планомерно выполнялись требования главнокомандующего вооруженными силами президента Республики и министра обороны к подготовке вооруженных сил. Главная задача мы себе ставили на март месяц – это повышение обороноспособности республики в критической для нашей страны сфере. И эта задача успешно решена. Особое внимание уделено состоянию дисциплины правопорядка и поддержанию постоянной боеготовности. Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, первый заместитель министра обороны Владимир Савченко, абсолютно правильно была выбрана методика подготовки штабов и войск в боевых условиях непосредственно в поле. Организовано взаимодействие при совместном решении задач Вооруженных сил республики и Вооруженных сил России. Спланированы мероприятия оперативной, мобилизационной и боевой подготовки проведены полностью. Успешно решены задачи в ходе учений с воинскими частями постоянной готовности. Особое внимание уделяли применению беспилотных летательных аппаратов, защиты от ударов беспилотных летательных аппаратов, маскировки и маневру войск. И вот такой подход надо и в дальнейшем сохранить. Вместе с тем, в ходе оперативно-полевой поездки вскрыт ряд недостатков. Надо сказать, что они имеют серьезное значение для нас, которые необходимо будет решить вот в ходе предстоящих учений, которые спланированы к проведению в апреле. Не совсем удачно и не в полном объеме проведены тактико-специальные учения со специалистами по видам всестороннего обеспечения боевых действий в резервных формированиях. В ходе подведения итогов вот все эти проблемные вопросы я попрошу доложить, и, безусловно, мы эти вопросы рассмотрим в закрытом формате. По итогам встречи министр обороны Владимир Ануа определил приоритетные задачи для органов военного управления на следующий период, сделав акцент на качественном выполнении задач по предназначению. Алиса Адлейба, Торник Амичба, Абаза ТВ.